Искусно выполненные дорожки ручной работы ценились всегда. За то время, пока существует искусство изготовления ковров, технология практически не изменилась. Сегодня мы с вами попробуем соткать небольшую дорожку. И для этого нам даже не понадобится ткацкий станок. Для сегодняшнего мастер-класса нужны картон размером желаемого ковра, линейка, иголка, большая либо маленькая, в зависимости от толщины нитки или пряжи, обычная вилка, карандаш, остатки пряжи и ножницы. С помощью линейки нанесем на картон разметку с двух противоположных сторон с шагом в 5 мм. Чем меньше будет шаг между петельками, тем более плотным получится ковер. Сделаем надрезы. Намотаем шерстяную нитку на картонку, делая петельки в надрезах. Концы нитки закрепим с помощью скотча. Начинаем ткать. Вместо ткацкого челнока будем использовать обычную иголку. Протянем иголку с нитью между всеми поперечными рядами. Первый ряд протянуть сложнее всего. Пойдем в обратную сторону. Сделаем несколько таких рядов. Затем с помощью вилки уплотним ряды. Пряжу можно менять после нескольких рядов. Чередовать два или более цвета. Мы будем чередовать узкую полоску черного цвета с широкой розовой. И попробуем вместо одной поперечной нити протянуть сразу две. Обрежем ненужные концы пряжи. После мы их будем сшивать полотно. Концы пряжи можно завязывать в узелок. Сразу при смене цвета пряжи
либо по окончании ткачества. Вязать узлы намного быстрее, чем вшивать нити в полотно, но получается, конечно, менее аккуратно. Итак, мы подходим к завершению ткачества нашего полотна. Места для поперечных ниток еще достаточно, но соткать узкую черную полоску и широкую розовую и завершить дорожку совсем узкой черной полоской уже не получится. Поэтому сразу приступаем к ткачеству последней, завершающей узкой полоски. Ткачество мы завершили. Теперь необходимо аккуратно вшить концы ниток в полотно. Это можно сделать с помощью той же иголки, либо при помощи крючка. Вот так выглядят концы нити, вшитые в полотно и связанные в узелок. Концы нитей мы можем вшивать в края дорожки, либо в середину полотна. Наша дорожка готова. Снимаем петельки с картонки. Разрезаем петельки. Завязываем узелки. И срезаем лишнее. Все то же самое проделываем с другим концом дорожки. Наш коврик готов. Василий Ладыгин, Джордждера, дорожка. Окимичаже Джордждера унавижен шередем. Сие чужан мулан кыра, сене чужан мулан рым. Зарни вижес щу, келедлазыс ю, але гырдыс оз, турун вижес коз. Мугамыс, сусколь, щöдыс, сетермоль. Ежет вижес лым, ставыс асланым. Гашкетае абудыра, гашкетае горща вич, коду чужан мулан кыра, кыны чужан мулан мич. Гашкетае ене шырас, ышка-мышка ясазыр, коду чужан мулан кыра, кыны чужан мулан щер. Отгадаем загадки про ткачество. Бежит свинка, вырезана спинка. Это челнок. Брюхом тру, ногами пру, где разинется, тут и ткну. Это ткачество. Пришел паук на деревянных ногах, всю избу загородил. Ткацкий стан. Слепой поросенок возле тыну ползет. Что это? Челнок. Ногой топну, животом нажму, рукой шмыгну, 2 раза колону и опять начну. Это ткачество. 4 сестрицы вокруг гоняются, одна другой не догонит. И это воробы. Еще несколько интересных русских народных загадок. Вверх бурды, вниз бурды. По тем бурдам вели бурды. Ногами пру, брюхом тру, где разинется, тут ткну.
Или другой вариант этой загадки. Брюхом тру, ногами пру, где зевнет, тут ткну. Животом треть, ногами преть, где зевнет, там ткнет. Ногой топчу, животом нажму, рукой шмыгну, другой потяну. 2 раза колону и опять начну. Раскинуты тенетки, прилетели лебедки. Труть, мнуть, разинуть, воткнуть. Гром гремит, молонья сверкая, с одного боку тая, с другого замерзая. И это все, конечно же, ткачество. Рассказать про ткачество можно и стихами. Послушаем стихотворение Натальи Беженцевой об устройстве ткацкого стана. Ах, как непросто ткань создать! Станок необходим, чтоб ткать. Нужны основа и уток, что вдоль идут и поперек. Детали ткацкого станка вы помните наверняка. Чтоб ворох нитей тканью стал, начало здесь сновальный вал. Ремиски ходят вверх и вниз, и это вовсе не каприз. Ведь нити, из которых ткут, пространство формируют тут. И 100 преград преодолев, уток летит сквозь ткацкий зев. Потом обратно повернет, бердо плотнее нить прибьет к опушке ткани. Вот оно, суровой ткани полотно. Чтоб труд напрасно не пропал, ткань заберет товарный вал. Но все ж, пока отделки нет, неполным будет сей портрет. А еще хочется вам рассказать об одной очень интересной игре, которая называется ткачиха. Играющие делятся на 2 половины. Это станок. 2 играющих – челноки. Под определенные слова 2 половины станка сходятся и расходятся, а челноки должны пробежать между ними, поменяться местами. При этом исполняются такие слова. Я веселая ткачиха, хорошо умею ткать. Пинч-понч, клепу-клепу, хорошо умею ткать. Другой вариант игры. Играющие встают в 2 шеренги напротив друг друга. Это стенки ткацкого станка. Участник, стоящий первым в шеренге, назначается ниточкой. Шеренги идут навстречу друг другу и возвращаются на свои места под тот же самый текст. Я веселая ткачиха, хорошо умею ткать и так далее. После слов вводящего «раз, два, три, ниточка, беги», ниточка бежит змейкой между детьми до конца своей шеренги. На финише поднимает руки вверх и становится последним. Назначаются следующие ниточки. Игра повторяется несколько раз. Еще одно объяснение игры «Веселая ткачиха» или «Челнок». 2 ряда играющих становятся друг напротив друга и сцепляются между собой под локти. 2 игрока челнока пробегают меж этих рядов навстречу друг другу. Ряды при этом постоянно сходятся и расходятся, напевая стишок и постепенно ускоряясь. Проигрывает тот челнок, который не успевает пробежать между рядов до их схождения и оказывается зажат между ними. Затем выигравший челнок выбирает следующую пару челноков для игры. Стишок такой. Челнок бежит, земля дрожит, шьет, пошивает, дали посылает.